Освободите меня. Смилуйся над ней, святой человек. Освободи ее. Она умирает. Пожалей. Уходите, женщины. Инус. Дай больной умереть спокойно. Уж если знахарка не смогла ей помочь. Уходите, соседи. Не ваше дело. Уходите. Уходите, женщины. Освободите меня. Мы пойдем позовем народ. Где это видано, чтобы в шкуру быка зашивали живого человека? Я изгоняю из нее злой дух. Ты, Хаджи, изгони из себя шайтана. Он в тебе давно сидит. А ну он со двора моего! Помоги! А ты, Астемир, не подходи! Я не пущу тебя в свой дом! Успокойся, Инус, успокойся. Уйди, Астемир! Я не уйду. Уйди! Уйди от греха! Нет! Астемир! Ты мне ответишь за это! Астемир, не прикасайся к ней! Аллах покарает тебя за то, что ты нарушаешь его волю! Если она умрет, то грех камнем ляжет на твою душу! Ты понял? Вы видели? Он силой вошел в дом! Она умерла. А? Что? Что ты сделал? Что ты сделал с ней, презренный вероотступник? Ты мне ответишь за это! Салам алейкум, уважаемые. Валейкум салам, неугодный Аллаху человек. Зачем ты так говоришь, Саид? Было время, когда в руках у тебя был Коран, а не початок кукурузы. Кому в мечети быть, а кому в поле? Сильна воля Аллаха, не тот получает, кто отдает. Так и с тобой, нечестивец. Хороших плетей тебе! От старшины бы! Тогда бы не умничал! Аллах знает, что и кому послать. И если человек и вправду ему не угоден, то и красная феска не поможет. Что ты этим хочешь сказать? Да чтоб твой дом опустел! Да я тебя не честивец! Саид, Саид, ты слышал? Я тебя сейчас проучил за твои слова! Ну я тебе покажу! Именем Аллаха! Прошу прекратить! Саид! Будешь свидетелем! Убийца моей жены! Прекратите! Хотела и меня убить! Но я... Ты мне дорого заплатишь за это! Я найду на тебя управу! Позор на наши головы! Позор! Как хорошо, что ты приехал, папа. Мы тебя ждем. Расседлай. И напои. А где Думасара?
поскорее заходи в дом, Астемир. Возьми на руки своего второго сына. Правоверные, да не прогневается на нас Аллах за то, что мы простираем к нему руки. Да согласится с тобой Аллах, Саид. Истинно так. Да обратится гнев Аллаха на того, кто, поправ Коран, поднял руку на человека, побывавшего в Мекке. Почтенные мусульмане, вам надлежит подумать, как поступить с вероотступником. Отлучить его от мечети. Только это будет справедливо. Инус говорит верно. Ты ведь лечил свою жену Узизу от водянки. Да, как научил меня сам Аллах. На пути к черному камню Каабы я услышал его совет. Аллах тебе не дал ума, Инус. И даже твой хадж в Мекку не сделал тебя умнее. До сих пор ты не хочешь понять, что Узиза умерла раньше, чем освободил ее Астемир. О, уважаемый Саид, почему я, вдвойне пострадавший от этого нечестивца Астемира, должен оправдываться здесь? Правоверные, истинный мусульманин не войдет в эту мечеть, пока с ним рядом будет этот противный Аллаху человек. Почему сам Астемир молчит? Да потому что он ненавидит нас. В роду Баташевых все отличались заносчивостью. Почитание Аллаха – священный долг каждого мусульманина, и нарушивший его ответит перед Всевышним. В связи с серьезностью проступка рассмотрение данной жалобы переносится в шариатский суд в Нальчике. Его высокоблагородие, начальник округа князь, полковник Клешбиев, требует от вас назвать имена конокрадов. Следы ведут в ваш аул. Итак, я слушаю. Мусульмане, хорошо было бы, если бы каждый из нас жил плодами своего труда. Тогда бы и у меня не болела голова. Почему вы молчите? О чем волнуешься, старшина? В этом ауле нет конокрадов. Да и лошади с этих благословенных мест не пропадают. Ишь ты, как красиво говорит Жарослав. А из каких краев его конь? Или ты думаешь, что тебя не касается указания начальника округа? Итак, кто будет говорить? Уважаемый Залим Джари, я скажу. Вот человек увел чужого коня. Он конокрад, верно? Унес седло, он вор. Но вот что непонятно мне. Человек работает у хозяина. Работает на совесть, по уговору. Но хозяин не хочет платить, как договорились. Значит, хозяин присвоил чужие деньги. Он вор. Так? Ах ты, вытащенный из навоза. Это он защищает Ильдара. А за что ему платить? За то, что он ел за троих. Вы ищете вора? А вор и тут. Астемир правильно сказал. Все жадные, ненасытные люди воры. Хватит болтать. Я не знаю, кем похищены 40 скакунов, подготовленных князем Хасбулатом для кабардинского полка. Но я точно знаю, что воры, похитившие этих лошадей, приравниваются к политическим бунтовщикам. И мы подумаем, как с ними поступить. Ты лучше о себе самом подумай, Аральпов. Лихое время настало, если батрак говорит такие...
Астемира похож. Карим, Слушаю тебя. ну что, пора начинать праздник. Сегодня ты в моем доме хозяин. Хорошо, Астемир. Дорогие наши гости, в этом доме родился мальчик. Пусть он будет храбрым, отважным, а дом, где он родился, пусть будет домом изобилия. Мадина, музыку! Тимбот, иди сюда. Сможешь забраться наверх? Смогу. Если снимешь платок, в следующее воскресенье возьму тебя в ночь. Хорошо. Молодец, Тимбот! Молодец! Это от Эльдара. А теперь очередь наших старших. Мадина, постарайся! Платок ей очень понравился. Молодец. А ты будешь танцевать с Арымой? Это не твоего ума дело. Отдаю год своей жизни за один день твоей молодости, Эльдар. Выходи в круг. Приглашай мою внучку. Эльдар, музыку, Мадина. Нет! Да простят меня старшие этого дома. Пора и нам оказать честь юной красавице. Подожди, Эльдар. Прошу, князь. Нет, нет, не надо. Я не хочу. Вижу, парень, тебя не учили уважать обычай. На сходе ты не побоялся сказать правду. Это спасет тебя сегодня. Музыканты, почему вы замолчали? Праздник продолжается. Это правда, что этот Астемир грамотный? Да. Коран знает и толкует его лучше многих. Что ж, это хорошо. Хорошо. А кто этот батрак помоложе? Это Эльдар, сын бунтовщика Мурата Пашева. Вот даже как. Да, на кой ближе столкнулся с Жарасланом. С Жарасланом, говоришь?
Даже за кинжалы схватились. А не стал князь из-за него праздник портить. Ярослав не из тех, кто прощает обидчика. Но у него тоже скоро кончится вольная жизнь. Ну что ж, хорошо. А теперь займемся более приятными делами. Как твой сын? Сиди, сиди. Готов пополнить ряды кабардинского полка? Господин пристав, Да. замолвите словечко, где надо. Не губите. Мы же свои люди. Ну, Век буду помнить вашу доброту. не стоит благодарности, Гумар. Да? Разрешите войти. Здравствуйте. По делу князя Жарослана? Не знаю, по какому делу. А ты кто? Объездчик Баташев из Шхальмевока. Ну, жди. Вон там. Прости меня, Хасбулат, за эту обиду. Аллах наказал меня и весь наш род. Я печален, полковник, что мне пришлось беспокоить тебя по такому делу. Я готов отдать еще 40 лошадей, если это согреет нашу встречу. Позор, Жарослан! Как ты смел с воровским намерением идти к нашему другу Хасбулату? Князь на князя! Да понимаешь ли ты, что холопы только и мечтают об этом? Прошу вас. А это кто? Кто, я спрашиваю? Вызванный по донесению господина Аральпова объездчик Баташев. Пусть подождет. Я хочу, чтобы мы были добрыми соседями. Если на руке все пальцы в дружбе, то это кулак. Если князь стоит за князя, то это сила. Врозь нет силы. Мудрость, говорит твоими устами Хасбулат. Жарослан не князь, а вор и бессовестный негодяй. Все мы воры, все мы конокрады. Кто все? Ты вор. И если ты сейчас не арестован, лишь только потому, что ты носишь ту же фамилию, что и мой брат, ты язва на лице нашего рода. Ты опозорил меня, князь. Ты пожалеешь об этом. Я не крал твоих лошадей. Слово князя. А если будешь слушаться таких, как Аральпов, не то что без кулака, но и без рук останешься. Прекратить болтовню! За посягательство на имущество князей буду карать беспощадно. Скажи, Хасбулат, чем я могу еще возместить тебе ущерб? Немногие так бескорыстно пекутся о благе нашего Отечества, как это делаешь ты, князь. Аллах возместит, господа. Я удовлетворен. Разойдемся с миром. Благодарю вас. Этого ко мне. Разрешите войти? Что ж, значит, он вероотступник, вольнодумец. Неоднократные жалобы духовного начальства. Говорил на сходе возмутительные речи. Неуважителен к старшим. Неблагонадежен. Однако, братец, где ты набрался такого духа? Фамилия Баташев? Так точно. Астемир Баташев. Когда говоришь с полковником, надо говорить «Ваше высокоблагородие» или «Господин полковник». За что судил шариатский суд? Поссорился с Инусом Хаджи. Ну что ж ты, братец, Коран ты знаешь, а дерешься? Ты, Аральпов, можешь идти. А что с Жаросланом? Этого негодяя Жарослана пока трогать не будем. Продолжай следить за ним в оба. Узнай о нем все под самый корень.
Слушаю. Он нам еще пригодится. Будет исполнено, господин полковник. Вот какое дело. На днях в полк идет пополнение. Я решил тебя назначить заместителем полкового муллы. Коран ты знаешь, с людьми толковать умеешь. Согласен? Но я совсем недавно вернулся с фронта, господин полковник. Знаю. Ты был ранен. Все знаю. Но мулла не должен ходить в атаку. Это не входит в его обязанности. Я хотел бы немного подумать, господин полковник. Подумай. И завтра приходи. Ответ должен быть «да». Каким другим может быть ответ? Тебе делают честь и закрывают глаза на твои грехи. Я, наверное, не гожусь для такой должности, господин полковник. Как это не гожусь? Я-то подумал, годишься ты или нет. Я недостоин такого предложения, господин полковник. Мне больше нечего сказать. Все скажу я, а не ты. Я буду кончать разговор, а не ты. И в самом деле бунтовщик. Срок до завтра. Это приказ. Ступай. Салам алейкум, Астемир. Вот так встреча. Алейкум салам. Не узнаешь? Казгирей? Неужели это ты? А я думал, что ты все еще в Стамбуле. Правильно думал. Сейчас возвращаюсь на родину. Вот радость большая будет в доме. А ты что, был в городе? Князь Клешбиев вызывал. Сам Клешбиев? По какому делу? Хочет направить меня с пополнением в Кабардинский полк. Помощником муллы. Почетное предложение. Аллах не велит жалеть живота для победы и славы Отечества. Помнишь, как нас учили в медресе? Что это? Собираешься открыть ткацкую фабрику, как я слышал от людей? Это типография. Печатные станки. Свинцовые буквы, арабские. Будем печатать кабардинскую газету. А затем и учебники на кабардинском языке. А не грех писать кабардинские слова арабскими буквами. Ведь арабские буквы могут изображать только слова Аллаха. Оно может быть и так, но по нынешним временам неграмотный человек слепой. Начнем обучать маленьких и будем их учить грамоте на основе арабской письменности. И что особенно важно, священной черноте Корана. Не очень удобное время ты выбрал, уважаемый Казгирей. Видно, не все ты там мог знать за границей. У людей много горя из-за войны. Она не разбирает, грамотный солдат или нет. Ты прав, Астемир. Но вот вернешься с фронта, возьму тебя к себе. Согласен? Ну хорошо, еще поговорим. До встречи. Счастливого пути. За что такое несчастье свалилось на наш дом? Не успел ты вернуться, как снова надо ехать на эту проклятую войну. Что будет с нами? Ну, кто тебя тянул за язык, Астемир? Вот теперь Саид и Гумар хотят избавиться от тебя. Ну, что ты молчишь? Лучше бы ты молчал тогда, на сходе. Скажи что-нибудь.
Придется потерпеть до Масара. Тимбот взрослый стал. Поможет тебе. Астемир, что ты задумал? Успокойся, Думасара. Все будет хорошо. Салам алейкум. Будьте гостями. Мы не в гости к тебе, а за хозяином. Где твой муж? Об этом знает только сам Аллах. Аллах-то знает. Но знаешь и ты. Отдыхать. Не прикидывайся. Быстро! Я только женщина. Разве мужчины посвящают меня в свои дела? Скажи по-доброму, где Астемир? Сам князь Клешбиев хочет это знать. Если хотите его видеть, то ищите его там, где должны искать уважающие себя мужчины. Что? Что ты несешь? Твой муж бунтовщик, дезертир, а ты его покрываешь? Что здесь происходит? Астемира ищут. Где твой муж? А? Если хотите, то ищите его здесь. Это безопаснее. Тебе надо язык отрубить. Распустились. Всех дезертиров надо расстреливать. Вешать. Мало вешать. Топить. Камень на шею и топить. Топи тогда здесь. В ведре топи. Что? Молчать! Разболтались? Всем вам надо поотрывать языки, безродное племя. Дезертир Баташев за непослушание властям и лично князю Клешбиеву приговаривается к пожизненной каторге. Взамен их от вас пойдут 10 человек, в том числе Эльдар Пашев и Карим Мулаев. Взять их. Иди, иди. Давай. Руки. О Жарослане слыхал? Приходилось. Мои люди ни в чем не должны уступать людям Жарослана. Продавать коней российской кавалерии – очень хлопотное дело. Видишь тот берег? Ага. Так вот, садись на этого коня и съезди туда. Странно, Астемир, но лошадь оказалась трусливее тебя.
Я беру тебя. Будешь закупать лошадей. И помни, никто не смеет подводить меня. Что у вас? Есть один покупатель, Жирослам. Здесь его никто не знает. Кто он? Это человек Хасбулата. Хасбулата? Как его зовут? После базара мы их видели вместе, а имя его не узнали. Ну ладно. Предложите ему этого жеребца, поторгуйтесь для вида и отдайте за его цену. Ты что, Жирослам, а зачем же мы тогда рисковали? Далеко мы с ним не уйдем. А коню нужен хороший уход. Пусть недельки две побудет у Хасбулата, а там видно будет. Конь под седло самому командующему. Из тебя получится толк, Астемир. Нам повезло. Только смотри за ним теперь хорошенько. Понял. Кормить, поить, купать от души. Выводить только по ночам. Головой за него отвечаешь. Понял? Да. Сарыма, не бойся. Я ничего тебе не сделаю плохого. Ты меня узнаешь? Что тебе надо? Люди увидят, что подумают. Ты права. Но я хотел бы, Сарыма, предложить тебе одну вещь. Почему ты не спрашиваешь, что я хочу предложить? Подожди. Не бойся меня. Тебе мало городских женщин? Они пропахли табаком и помадой. Вот что, Сарыма, ты мне понравилась. Я тебя возьму в свой дом. Нет, нет, я не хочу. Ты будешь жить как княгиня. Нет, я не хочу. Я знаю, тебе нравится Эльдар. Но он простой батрак. Ты достойна лучшего. Со мной у тебя не будет забот. Я боюсь тебя. Сарыма!
Ну что, все? Хватит, пошли. Там кто-то стонет. Пойдем посмотрим. Как же мы его не заметили? Сам не знаю. Он без сознания. Что делать? Не оставлять же его. Возьми носилки. Ага. Повезло парню, что мы здесь оказались. Подождите. Кто это такой? Откуда он? Вон там подобрали. А документы у него есть? Не знаем. Несите его в первый вагон. Там разберемся. Ну, я пойду, Инал. Хорошо, Хасан. Здравствуйте. Здравствуйте, сестра. Дети здоровы. Младший уже бегает. Молодец. Салам алейкум. Валейкум салам. Откуда родом, земляк? Из Кабарды. Аул Шхальмивока. Как твое имя, земляк? Инал. Инал из рода Маримкановых. А я Астемир. Скажи мне, уважаемый, а Мурата Пашева не знаешь? А почему спрашиваешь? Он тебе кем-то доводится? Мурата давно нет в этом ауле. Это я знаю. Мы с ним вместе в Сибирь попали после восстания на Золке. Вот оно что. А где он сейчас? Нет его. Умер. При мне. Он все просил сына его найти. Эльдара. Соблаговолите подняться на второй этаж и протопить 5-ю палату. Уже иду. Все сделаю. Извини, Инал, еще поговорим. Вопрос. Губачиков, скажи мне, чем отличается шах от царя? А я ему в ответ: у царя много солдат, а у шаха много жен. Осторожней, Губачиков. Язык у тебя острый. А что такого? Царя нет, теперь свобода. Царя-то нет, а уши остались. Ладно. А теперь слушайте, что я вам расскажу. Как-то раз иду я... Что тут происходит? Разойдитесь. Осторожно. Осторожно. Переложите его сюда. Осторожно. Где? Куда меня привезли? Ну чего ты стонешь? Ты думаешь, один такой? Тут все больные. И каждый должен терпеть тяжесть, которую Аллах возлагает на плечи мусульманина. Нога. Больно. Нога. Да какая нога? Нет у тебя больше ноги. Как? Как это? Что? Нога? Где нога? Где моя нога? Аллах, будь ты проклят! Зачем ты меня так наказал? Аллах! Благодарю Аллаха,
что жив остался. Ты меня слышишь? Это я, Астемир. Узнаешь? Будь проклят тот день, когда ты родился на этот свет. Уйди. Уйди с моих глаз долой. Что я тебе сделал? Это ты во всем виноват. Ты виноват, что я потерял ногу. Из-за тебя. Из-за тебя меня забрали на фронт. И Эльдара. И многих других. А теперь кто? Кто мне вернет мою ногу? О, Аллах! Инал, вот почему такая жизнь? Какая такая? Несправедливая. Старшина Гумар откупился, и его сына не забрали на фронт. Аральпов и деньги взял, и избавился от неугодных людей. Вот и Карим из-за меня пострадал. А у него 6 детей. Вот против такой несправедливости и боролся Мурат. Он верил, что его мечта не умрет вместе с ним. А его сын продолжит наше дело. Где теперь Эльдар? Я и перед ним виноват. Твоей вины здесь нет, Астемир. А кто же виноват? Война. Виновата война. И те, кто ее начал. Это им она нужна. Чтобы держать народ в узде и управлять им. Вот и ты. Должен был от имени Аллаха упрашивать солдат, чтобы они воевали лучше. А что им? Аллах. Когда кругом грязь, кровь. Но война — это не кровник. Ее не остановишь кинжалом. Нет, и войну можно остановить. Только оружие надо направить в другую сторону. Царя уже нет, но остались Аральповы, Гумары, Клешбиевы. С ними теперь надо бороться. Правоверный. Сал. Свинья! Где свинья? Откуда Вот свинья? смотри! Миску! Что, не издеваются, что ли? На, смотри! Где начальство? Это подлость! Тихо, тихо, давайте разберемся. Что за издевательство? Они что, смеются над нами? Повара сюда! Повара сюда! Подождите, спокойно! Тихо, дайте слово сказать! Тихо! Тихо! Кто хорошо знает Коран? Астемир знает. Лучше него в нашем селе никто не знает. Хорошо. В Коране сказано: грех за то, что правоверный съел свинью, падает на того человека, кто украдкой накормил другого. Верно я говорю, Астемир? Это так. Повара к ногтю! В ад его! В самое пекло! Да при чем тут повар? Он исполняет приказ! Что такое? Молчать! Я из вас вышибу эту дурь. Бунтовать вздумали. Революция покоя не дает. Молчать! Лишаю горячей пищи всю палату на 3 суток. Что, силы некуда девать? Объелись? Забыли фронт? Да? Молчать! А тебя, Маринканов, карцер на 10 суток. Есть! За подстрекательство к бунту.
случилось, Саид Эфенди? Астемир с Иналом и этим русским новую власть привезли. Что мог хорошего привести этот дезертир Астемир? Храни нас Аллах от этих нечестивцев. Товарищи! Съезд депутатов трудящихся установил советскую власть повсеместно! Сегодня мы прискакали сюда, чтобы сообщить вам об этом! Советской власти! Ура! Ура мы кричали многим генералам. А что это такое, советская власть? Что в ней завернуто? Иная власть деньги выпустит. Советская власть не в завертке, она вся открыта. Сколько всем нам горя принесла война. Надо вам об этом рассказывать? Нет, не надо. А что сделала советская власть? Первым делом советская власть всем нам дала долгожданный мир! Ура! Вот что в ней завернуто, отец! Правильно. Понял. Теперь о земле. В ближайшее время все участки царских чиновников, князей, господ, все будут перераспределены и отданы безземельным и малоземельным крестьянам. И не только земли, но имущество, скот, все. Вот так решает дело советская власть. Так решает дело Ленин. Но декреты о земле и мире – это только начало. Все дальнейшее зависит от нас самих. Помните пословицу? Работаешь – мясо ешь, а бездельничаешь – горе хлебаешь. И мы уверены, что истинную власть, не противную народу, может создать только сам трудовой народ, и никто иной. Вот почему мы говорим: да здравствует народная советская власть! А кто будет платить за землю? И чем? А мы давно уже расплатились. Кровью и потом своих отцов. Ты хочешь отнять землю наших предков? Но кто тебе это позволит? Ты не позволишь, Муса. Земля у нас общинная, не позволит народ. А не я. Не говори за народ, Муса. Для тебя народ Гумар да Аральпов. А народ разный бывает. Одни раз в год мясо пробуют, а такие, как ты, только и знают брюхо набивать. Не пришлось бы тебе висеть, как красному сыру на кой ближе. Верно говоришь, Муса. Вот тут, Муса, я с тобой поспорю. Думаю, не меня, а тебя подвесят, как красный сыр на будущем койплиже. Это будет настоящий праздник. Его сам народ устроит. Подумай, как попасть на праздник не сыром, а гостем. Казгирей, я готов служить тебе верой и правдой, но так продолжаться дальше не может. Что ты медлишь? Надо действовать и брать в свои руки власть. Я благодарен тебе, Жараслан, за твою преданность. Но подумай о том, как нас мало, кабардинцев. Мы как клок белых волос на черном коне. Подумай, может ли кабардинец поднять руку на кабардинца? Нет. Поэтому все споры лучше решать по шариату. Послушай, Казгирей, нас выгнали из наших домов. И Коран здесь ни при чем. Надо поднимать не Коран, а меч. Вот и Аральпов с Клишбеевым считают тебя врагом из-за того, что ты поддерживаешь большевиков и их главу Инала, твоего кровника, если ты еще не забыл об этом. Кровная месть — травинка в широком поле, когда идет борьба за власть. И разобраться в этой борьбе непросто. Где свои, где чужие. Я хочу уберечь своих соплеменников от самоистребления. Ну, хорошо. Видимо, мы разговариваем на разных языках. Я пришел к тебе, ожидая поддержки и понимания. Но теперь я буду говорить на языке, понятном мне. Вот язык, на котором я буду напоминать о законах наших отцов. И если твой кровник Инал опускает перед тобой оружие, обезоруживая тем самым тебя, то вместо тебя буду говорить я за тебя. Я против тебя и против Инала. Эй! Эй!
Что же раз? Наворачивайте лошадей! Тихо! Я буду говорить. Вот мы и встретились с тобой, Жарослав. На этот раз полковник Клишбиев будет благодарен тебе. Нам очень нужны хорошие лошади. Только без глупостей. Я сам хочу переговорить с полковником. Это не просто сделать. Хочешь его видеть? Переходи к нам. Еще не родился такой человек, которому бы я подчинялся. Где полковник? Хороший табун ты угнал у советской власти. Недаром ты знаменитый конократ. Нам тоже нужны хорошие лошади. Кому нам? Правоверным мусульманам. Мы тоже не геуры. Говори прямо, для кого лошади? Казгирей Матханов, вот истинный защитник правоверных. Заблудился ты, Жарослан. Как и главный шариатист Матханов. Тебя я отпущу, а лошадей, извини, заберу. Спасибо, что избавил нас от лишних хлопот. Ты пожалеешь, Залим Джери. Пожалей себя. И приходи к нам. Пусть мусульманин подаст руку мусульманину, а кинжал оставит на поясе. Каково, князь? Куда гнет святоша Казгирей? И вот это он разослал по всем аулам. Мало того, сам ездит и читает свои проповеди. Недавно выступал перед народом вместе с большевиками. И еще. Ильдар Пашев вместе со своим отрядом вынудил терцев уйти далеко в горы. Он стал очень активным. Он отбил назад табун, угнанный Жаросланом. Думай, князь. Надо действовать немедленно и решить, что делать с Казгиреем. Ну что ж, Казгирей у нас как нож в спине. Но пока его трогать не надо. Подумай, как использовать его в наших целях. Ты меня понял? Ну, слава Аллаху. А вот Эльдара надо убрать. И чем скорее, тем лучше. Надо поднять бодрость у наших людей. Мы теперь живьем сдерем с большевиков кожу, натянем на барабаны и барабанным боем поднимем людей на великую битву. Сам Аллах велел нам быть такими жестокими. Мама, это я, Ильдар. Скоро моя свадьба с Арымой. Не в городе, а здесь. Все, как ты хотела. Не надо, Эльдар. Даю слово оскорбленного всеми князя. Сегодня не будет крови. Я не хочу нарушать покой этих могил. Если твое слово честно, то мы спокойно разойдемся в разные стороны. Это я могу тебе обещать. Я хочу первым приветствовать тебя, Эльдар. Мне нравится не только жених, но и невеста. Но я предупреждаю тебя. Не смей справлять свадьбу в моем доме, который тебе достался от большевиков. Не тебе это решать. Ты стал большим человеком, Эльдар. Тебя слушают и Инал,
и Казгирей, но и у нас могли бы быть общие дела. О чем ты? Мне нравятся дерзкие и свободные люди, но наши клинки смотрят в разные стороны. Да, ты прав. Ну что ж, видно, не зря ценят тебя твои товарищи. Но я прошу тебя, не ходи в мой дом. Я понял тебя. Но будет так, как должно быть. Ты отнимаешь у меня мое. Не взыщи, если я отниму у тебя свое. Отталкивает. Но члены окружкома хотели бы спросить у Казгирея Матханова, почему шариатисты до сих пор носятся с идеей объединения интересов народной революции с интересами религиозной, исламской революции. А потому что объявить власть этого еще мало. Надо довести до сознания народа, что такое советская власть. Тем более, если этот народ неграмотный, живет слухами и ничего не знает о том, что происходит вокруг. У большевиков нет тайн от народа. Ленин постоянно подчеркивает это. А такие люди, как ты, Казгирей, толкуют слова Ленина, обращенные к мусульманам, на свой лад. Его мысли об уважении национальной культуры, о терпимости к вере, о последовательном революционном просвещении народа вы преподносите простым людям как безоговорочную поддержку шариатскому движению. Прежние правители давно ушли от понимания правоверности и пользовались незаконными привилегиями. А мы хотим возродить нравственную чистоту веры у народа. Поэтому и только поэтому мы воевали под одним с большевиками знаменем, на котором написано свобода, равенство, братство. Так ведь шариат как раз и защищал незаконные привилегии прежних правителей. А что он народу дал? Как же создавать новую жизнь с помощью старых законов? Он хочет испечь пирог из нашего свежего теста, но с тухлой начинкой. Только не подойдет такой пирог нашей революции. Я не специалист по пирогам. Могу только сказать, надо передать административную власть советам, а судить по шариату. Для мусульман закон шариатский, для немусульман новый, советский. О каком же единстве? О какой консолидации сил может идти речь? Если мусульмане сами по себе, а советская власть сама по себе. Если оставить шариатский закон, то это послужит мостом для того, чтобы мусульмане перешли к нам. У нас есть одна пословица, Степан. Если переходишь реку, держась за хвост собаки, то непременно утонешь. А если будешь держаться за хвост коня, перейдешь. Наш конь красный, добрый конь. Держись за него, Казгирей. Я еще могу отличить лошадь от собаки. Скромными силами наделил меня Аллах, уважаемый Казгирей. Видимо, он хотел помочь мне, послав в эту минуту таких ученых людей, как вы. Прав ты, Казгирей, говоря о наших традициях. Прав и Инал, призывая нас показать людям новую правду. Я много думал об этом и пришел к выводу. Наша беда в нашей неграмотности. Даже шариат не помог народу в этом. Значит, нужно искать новую дорогу. Нужно искать новые книги. Правда, их у нас нет, но они будут. Мы верим, обязательно будут. Я прошу, уважаемые, разрешить мне в ауле открыть школу, учить людей грамоте. А председателем ревкома назначить Эльдара Пашева. Мы все его хорошо знаем, как боевого командира и преданного революционера. Салам алейкум. Алейкум салам. Ты зачем здесь, Темгот? Что-то случилось? Почему тебя так долго не было? Решали вопрос о школе. Ну и хорошо. Теперь у нас в ауле будет своя школа. А учиться прямо завтра начнем? Ну, завтра, не завтра, но скоро начнем. Идем в дом.
Нет, не дело ты затеяла, Стимир, не дело. Председатель ревкома – это власть. Тебя должен был милиционер охранять. А теперь? Да в твою школу никто и не пойдет. Это почему же? Да потому, что это за школа, где учат не по Корану, не по-арабски. Нет еще у нас букв, чтоб читать и писать по-кабардински. Но скоро будут. Кабардинец и так свой язык знает. Зачем его еще учить? С ним все равно дальше прохладно не сунешься. Если все будут учиться, и старый млад, как ты говоришь, кто будет опорой семьи? Кто будет с барантой ходить на пастбище? Скажи, Думаса, почему наши люди не должны знать, что Земля – шар, и что она вертится в пустоте вместе с небом? Если Земля – шар, то почему с нее вода не стекает, как с круглого камня? Тимбот, а ну иди сюда, вместе с глобусом. Вот ты говоришь, Земля круглая, а наше кукурузное поле ровное, как этот стол. Балаги, наше кукурузное поле тоже здесь. Черное море, Каспий, а вот здесь где-то Кавказские горы. Дорогие товарищи, создание народной школы на родном языке со своим родным учителем является сегодня важнейшей задачей. Доброе дело ты начал, Стимир. Ты был хорошим председателем ревкома, а сегодня заглянул дальше всех нас в наше будущее. Окружной комитет не только удовлетворяет твою просьбу, но горячо приветствует ее и обещает всемирную поддержку. Поздравляю! Товарищи, я не чужой вам человек. Аул, откуда я родом, и ваш аул породнились давно. Ваш односельчанин Инус взял в жены сестру моей жены Узизу. Вы знаете, товарищи, как он поступил с ней. Правильно говорит Инал. Ушел Инус, и дом стоит, как укор нам всем. Так вот, в этом доме, где муж по суеверному невежеству загубил свою жену, открыта первая самодеятельная школа в Кабарде. Народная школа, товарищи! Хорошее дело ты начал, Астемир. Я помню твои мудрые слова. Я знаю, что ты хороший арабист. Но не потому я пришел сюда, чтобы сказать тебе об этом. Я пришел помочь тебе. Арабский язык всегда был языком кабардинской грамоты. Этот язык – язык мусульманской мудрости, а Коран – его основа. Внеси в свою школу эту мудрость, внеси Коран и сочетай с обучением точным наукам. Ничего, что некоторые этого не понимают. Но придет время, поймут и они. Революция научила нас многим хорошим делам. Но она же и отлучила нас от многих хороших дел. Революция – это свобода и справедливость. Шариат – это тоже свобода и справедливость. Поэтому нельзя замахиваться на народную мудрость. Надеть на коней путы и оставить в степи – значит оставить коней волкам на растерзание. Ты, Казгирей, хочешь опутать революцию путами религии? Хочешь остановить нас? Спору нет. Вопросы тобой поставленные важны. Но большевики решили Коран в школу не пускать. Пусть его изучают те, кто не видит нового в жизни. Тот, кто идет против школы. Тот, кто не помогает в школе, тот враг советской власти, враг всего трудового кабардинского народа. Мы знаем, Казгирей, твои добрые намерения. И нам хотелось бы, чтобы ты ушел отсюда не как враг, а как друг. Как это было всегда.
Односельчане. Я хочу, чтобы люди стали другими, более учеными. Наше богатство зависит от нашего знания. Наши враги – неграмотность и невежество. От них наша бедность. Я верю, что учение – свет и счастье, и потому эти слова написаны здесь. Пусть никогда наши школы не будут пустыми. Ура! Ну что же, Стимир, пойдем показывай свое хозяйство. Вот, веди нас. Дядь Жарослав. Скорей по коням. Рыбу похитили! Что? Кто? Жарослав! Отпусти меня, Жарослав! Отпусти! Стой, не стрелять! Жарослав, выходи! Ты остался один! Эльдар! Зачем молчишь, Жарослав? Выходи или стреляй! Жарослав, слушай меня! Это я, Астемир! Ты можешь в нас стрелять, но в этом нет смысла и доблести. Тебе это нужно? Жарослав! Я иду к тебе! Выходи, если ты мужчина! Эльдар! Сарыма! Прикрой меня, Халид. В результате мы потеряли самых близких, самых верных наших друзей. Среди них Эльдар и его невеста Сарыма. Им бы жить да жить. А вот такие, как Клишбиев и Аральпов, поднимают зеленое знамя ислама навстречу Казгирею Матханову. Объявляют конец советской власти и провозглашают власть Матханова.
Вот к чему привело ваше упрямство. Ваше сопротивление консолидации. Ну, что же ты молчишь, шаг бандитов? Новоявленный имам. Вот. Пули Матханова косят всех врагов шариата. Кто они? Твои враги? Мы? Не хотелось говорить, но приходится. Здесь твои письма в Москву. Присланные вами Коломейцев, а с ним Маринканов, оскорбляют народное самосознание. Большевики топчут лучшее, что есть в народе, попирают заповеди отцов. Скажи, Казгери, ты что, впрямь так думаешь? Я бы не хотел, чтобы вы подумали, что я писал им доносы. Мне казалось, что вы действуете тайно от Москвы. Для меня каждый труженик брат. Каждому я хочу дать хлеба вдоволь. Русскому, кабардинцу, балкарцу. А вы, шариатисты, хотите помогать мусульманам. И только им. Вот твоя политика, Казгери. А результат? Вооруженное восстание под знаменем ислама с использованием твоего имени и авторитета. Я не призывал к восстанию. Да мы верим тебе, Казгери. Мы знаем, как ты воевал. И воевал за революцию. Но дальше так продолжаться не может. Поэтому у нас предложение. В Москве нужен наш представитель. Постоянный представитель. Мы остановились на твоей кандидатуре. А меня? Спросить вы забыли. О чем спрашивать? Ты что же хочешь, чтобы контрреволюция и дальше продолжала орудовать под твоим именем? Послушай, Инал, ты этот вопрос решил легко, потому что для тебя мнение любого советчика дороже вековых традиций твоего народа. Я не был в Бахчисарае, в академии. Я все время был здесь, вместе с народом. Здесь моя академия. Поэтому его традиции я знаю не хуже тебя. Между нами хотели разжечь вражду, кровную. Под твоим именем подняли восстание. Кто это сделал? Наш друг Степан? Мы небольшой народ, Казгирей. И всегда у нас с давних пор один путь. Путь с Россией. И каждый из нас должен сделать свой выбор сам. А если ты не знаешь, куда идти, поднимись на гору, посмотри, куда народ идет, туда и ты иди. Не ошибешься. Я подумаю. Да. Ну что же будем делать с бандой? Ральпов и Клишбеев перекрыли вход в ущелье. Надо выяснить у балкарских товарищей, нет ли обходного пути. Через перевал. Разрешите? Угу. Со мной сюда пришел Жирослан. У него есть предложение. Жирослан? Да. Пусть войдет. Салам алейкум. Валейкум салам. Проходи. Слушаем тебя, Жирослан. Говори. Я хочу навестить Аральпова и своего родственника Клишбиева. Ну и что ты от нас хочешь? Я рассчитаюсь с ними. А потом хочу спокойно вернуться в свой дом. Только это мне нужно от тебя, Инал. Ну-ка, дай-ка прикурить. Ждите меня здесь, пока я побеседую с князем, ясно? Полковнику Клишбиеву. Есть. А кто это? Ты что? Я хорошо помню твое приглашение, Залим Джери. Правильно делаешь. Зачем же тебе, князю, искать тень под чужим деревом? Не лучше ли самому отбрасывать ее, как прежде? Теперь будем вместе служить заповедям наших отцов. И собаку можно лаской повести на водопой. Я это понимаю.
Но вы оба оскорбили меня. Не время нам сейчас ссориться, Жарослан. Мы затеяли большое дело. Народ пошел за нами. И ты иди к нам, займи свое место. Я вольный человек и сам знаю, где мое место. Тогда ты должен знать, что и пчелы убивают непослушную пчелу, если она перестает служить им. Ничего нового от вас я не услышал. А теперь слушайте меня. Сейчас мы выйдем отсюда вместе, как и полагается дружным пчелам. Здравствуйте. Здравствуй. Задерживайся, Казгирей. Так можно и опоздать. Или ты никуда не собираешься ехать? Я еду, но путь мой в другую сторону. Куда же это, если не секрет? Последую твоему совету. Вот оно как. Если меня в Москве спросят, где Казгирей Матханов, что же мне отвечать? Поднялся на гору и наблюдает. Куда мы идем? Я должен во всем разобраться. Да чего там? В чем разбираться? Все уже давно сказано, Казгирей. Надо ехать, Степан. А может, все-таки... Ну что ж, прощаться надо. Хасан, Муратбек, надо сделать так. Прав ты был, Астемир. Учиться нам надо. Всем. Многому учиться. До свидания, Степан. До свидания. Счастливо, Степан. Счастливо.